Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие, сегодняшняя наша тема наиважнейшая, так как она связана с таухидом, то есть она является частью единобожия, и это необходимо знать и обязательно. Тема называется «Судьба», то есть предопределение Всевышнего. Ученые сказали, что это самый тонкий вопрос из всех вопросов, которые есть. Что значит тонкий? Если вправо или влево, не в ту сторону, если не по золотой середине идти, можно заблудиться и можно неправильно его понять. А непонимание единобожия мы знаем, к чему приводит. Это приводит к очень плохим последствиям. Доходит до неверия. Относительно предопределения в исламе с арабского «кадар» и предустановления Аллаха в мусульманской общине споры ведутся издавна. Как сказано в хадисе, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, услышав, как его сподвижники ведут подобные споры, запретил им это делать, сообщив, что подобные препирательства уже погубили христиан и иудеев, которые до них были. Что такое предопределение Аллаха? Это то, что Всевышний Аллах предписал, предопределил именно так, как Он знал вечно без начала, и Он дает то, что Он предопределил, создает по своей воле, по своему могуществу и создаванию, так, как Он определил, и это не меняется. Вот что значит общим определение этого понятия и этого сифата. То есть у Аллаха есть сифат, атрибут, предопределение, называется кадаруллах. Но мы должны понимать, что основа должна быть из Корана и Сунны. Мусульманин верит в божественное предопределение, что все события, происходящие во Вселенной с людьми и другими творениями, предопределены Всевышним Аллахом. В Коране Аллах Всевышний говорит «Вахалака кулля шей факаддараху такдира», что означает, воистину Аллах создал каждую вещь. То есть ничего во Вселенной нету, кроме как это создано Аллахом. Все, что существует, появилось, на данный момент есть и было до этого, это создание Аллаха Всевышнего. И Аллах говорит «факаддараху такдира», что Аллах определил каждой вещи свое место, каждой вещи свой объем, каждой вещи свой размер, каждому созданному свои качества, свое время. Вот что значит «факаддараху такдира». И мы говорим, что Аллах Всевышний, Он создатель всего, и Он предопределил именно так, как Он знал, вечно без начала, своим вечным знанием, по своей воле создает. Это Коран. Праведным верующим рабам Господа была открыта им великая истина о том, что предопределение Всевышнего – мудрость, которая отличает Бога от созданных им творений и присуща только Ему. В другом аяте Аллах говорит «Вама ташауна илля айяша Аллаху раббул алямин», что означает Аллах, Он то, что хотел, то и мы хотим. То есть и не захотите Его ничего, кроме того, что Аллах хотел, чтобы вы захотели. Это Коран. Аллах создатель всего. Аллах создатель абсолютно всего. Как добра, так и зла. И предопределил Он и добро, и зло. И нет в этом сомнения. И это не означает, что Аллах плохой или у Аллаха какой-то плохой сифат. Нет. Это как раз таки указывает на могущество Аллаха. Мы знаем, что хадис пророка, алейхиссалату вассалам, имама Аль-Бухари, имама Муслима, в котором ангел Джибриль, алейхиссалам, спрашивает у пророка о имане и говорит «Ахбирни аниль иман», расскажи мне о имане. И пророк что сказал? Это верить в 6 столпов, это вера в Аллаха, в ангелов, это вера в книги, Писания небесные, это вера в пророков, в судный день и, конечно же, предопределение добра и зла. То есть 6-й столб, один из самых основных столпов 6, это вера в предопределение добра и зла. Нельзя думать, что у человека есть вера без одного из столпов веры. Все 6 столпов веры нужно верить без малейшего сомнения. Что значит предопределение Аллаха и добра и зла? То есть нет ничего, кроме как появившееся, это Аллах создал. Нет ничего, кроме как того из появившегося, кроме как это Аллах создал. То есть Аллах создатель абсолютно всего.
хорошее это, плохое, красивое, некрасивое, белое, черное, верхнее, нижнее, небеса, земля, рай, ад, иблис, ангел, все это создание Аллаха. Аллах дал нам четко знать, что нету у него соучастников в создавании. Предопределение записано в недоступной для прочтения никому, кроме самого Всевышнего, хранимой скрижали. Люди не ведают ничего о зле и добре, предопределенном для них Богом, и об этом верующий узнает только тогда, когда это событие, которое предопределено, происходит, либо о нем становится известно из уст пророков Всевышнего, если Господь пожелает открыть кому-то из них некоторые свои тайны. Каждый день мы читаем суру Аль-Фалак, в которой мы говорим «Куль а'удhu би раббиль фалак», что означает: «О Мухаммад, скажи, я прибегаю к помощи, я прибегаю к защите Всевышнего, Создателя, который создатель всего, также и рассвета». И сказано «Мин шарри ма халак», я прибегаю к защите от Всевышнего, Создателя, который всего, и от защиты прибегаю зла, Создатель зла, которого Аллах. То есть Аллах дал нам знать, что Он Создатель и зла, и нас призывает в Коране, чтобы мы прибегали к Нему, к защите, чтобы мы просили у Него защиту от зла, которого Он сам создал. Вот что означает «Мин шарри ма халак». О Аллах, огради нас от того зла, которое Ты создал. Имам Аль-Бухари, рахимахуллах, толкуя этот аят в своем сахихе, говорит: естественно, нужно просить и логично просить, прибегать от зла того, кто создатель этого зла. Мы прибегаем к Нему. Мы не прибегаем к Иблису, не прибегаем к кому-либо другому созданному защиты от зла, кроме как у Всевышнего Аллаха, и Аллах нас защищает от зла. Этот вопрос нужно понимать каким образом. Есть ли у человека выбор, разум, есть ли у него приобретение чего-либо? Конечно. В Коране Аллах говорит в суре Аль-Бакара: «Лаха ма касабат ва алейха мактасабат», что означает: воистину каждому человеку то, что он приобрел из добра, будет добром, то есть ему будет вознаграждением, а то, что приобрел из зла, он будет за это отвечать. И сказано «Лаха ма касабат», не сказано «халакат», для каждого, что он создал. Нет. Для каждого, что он приобрел. Что значит приобретать? Приобретать — это означает направлять свою волю и желание, и намерение на то, что создает Аллах для нас. Если Аллах создаст, мы приобрели. Не создаст, не приобрели. А Аллах Всевышний, Создатель всего. Значит, у нас есть выбор, воля, разум есть, и мы будем отвечать за то, что мы выбираем. Но и наш выбор, и воля, и все это созданы Аллахом. И все происходит по воле Аллаха. Есть две секты, которые ушли от истинного понимания, они противоречат друг другу, и плюс к этому противоречат Ахли Сунни валь Джамаа. Одна секта Джибрия называется, джабариты. Что значит джибрия? Они говорят, что все по принуждению. И они говорят, что у человека нет ни выбора, ни воли, он как перышко, пущенное по ветру, или как перышко, пущенное по течению реки. Если пустить перышко, без выбора оно идет, как идет течение реки. Они говорят также: все по воле Аллаха, у нас нет выбора воли. Это заблуждение. Это противоречит тому, что мы сейчас прочитали, и противоречит еще одному аяту, мы сейчас его приведем. Вторая секта — Му'тазилия. Му'тазилиты, также их называли в то время Кадария, это те, которые отрицают судьбу, отрицают волю Всевышнего. Они говорят, что человек сам по себе не нуждается в Аллахе. Аллах его создал, а тут он уже сам по себе ходит, что делает, хочет, не по воле Аллаха. Это второе заблуждение. Ахли Сунна валь Джамаа, золотая середина, посмотрите, мусульмане, как прекрасно. Ни право и ни лево мы не уходим, прямо идем. Что значит Ахли Сунна валь Джамаа? Что они говорят? У человека есть выбор, воля, человек делает по своей воле, но все это происходит по воле Аллаха. Всевышний Аллах послал священную книгу Коран и своих посланников, чтобы указать нам правильный путь. Человеку предоставлен выбор между добром и злом. Если он выберет правильный путь, то получит огромную пользу, как в этом мире, так и в мире вечном. А если выбор будет его иным, то получит он недовольствие Аллаха, неспокойствие в этом мире, и приведет это только к вечным мукам на том свете. В одном из аятах Аллах говорит, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям,
в битве Бадр, это первая битва против неверующих язычников, пророк взял в руку песок и бросил его в сторону неверных. И каждая песчинка, он сказал «Бисмиллахи рахмани рахим» и кинул. И каждая песчинка попала в глаз каждому неверующему, который был определен, каждая песчинка, которая была определена попасть ему в глаз, и они ослепли. Это стало причиной победы войска пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И в этот момент был ниспослан ая, где сказано «Астаиду биллах, вама рамайта из рамайт, валякинна Аллаха рама». О, Мухаммад, знай и скажи другим, что когда ты бросал, не ты создавал. Воистину ты бросил по своему выбору, но Создатель и броска, и выхода из рук пророка этого песка, и полет, и попадание в глаз, это все было по предопределению Аллаха и по воле Аллаха. Аллах дал знать в этом аяте два доказательства против этих двух сект. В этом же аяте одно доказательство какое? «Вама рамайта из рамайт». Ты бросал по своей воле? Да, ты бросил по своему выбору и по своей воле. «Валякинна Аллаха рама». Но воистину Создатель это был Аллах. Поэтому, дорогие мусульмане, будьте внимательны в этом вопросе. Судьба, понимание судьбы предопределения – это наиважнейший вопрос. У имама Али один из мусульман сказал: «О, Али, мне очень тяжело понять этот вопрос судьбы. Я знаю, что у нас есть выбор, воля, и все по воле Аллаха, все. Но как это? Я хочу понять». Тогда имам Али, радийаллаху анху, двоюродный брат пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему такие слова: «Хаза сирруллах ла татакаллаф». Это скрыто, это секрет, это скрыто Аллахом от нас. Не лезь глубоко, то есть не копайся. Вот как ты понял, так и оставь, ты правильно понял. Тогда он сказал: «Нет, я еще хочу больше понять». Тогда ему имам Али, радийаллаху анху, сказал: «Ваин абайт», раз ты настаиваешь, я тебе дам совет, но больше этого не лезь. Он сказал ему: «Аль-Кадар», что предопределение «Аза амар байна амраин». Это вопрос между двумя положениями. «Ля джабар ва ля тафвид», он сказал. Не по принуждению и не самостоятельно. То есть судьба – это что? Это одно между двух. Тебя никто не принуждает насильно что-либо делать. Но и тут же ты свободна, чтобы не зависел от Аллаха тоже? Нет. Ты и зависим от Аллаха, но тут же ты и не принужден. У тебя есть выбор и воля. Вот посередине это и есть судьба. Тогда этот человек понял, успокоился, сказал: «Альхамдулилля, я понял», поблагодарил имама Али и ушел. Дорогие мусульмане, этот вопрос очень важен. Нужно его понимать, но он тонок. И нельзя уходить вправо-влево, иначе заблудитесь. И еще очень важный момент. Ученые утвердили такое очень важное правило таухида. «Субханаху югайру ва ля ятагайр» означает: воистину Всевышний Аллах, который превыше всех недостатков, меняет, а сам не меняется. Будьте внимательны. Как сказал Абу Ханифа, рахимахуллах: «Хуа аль-ан кама кан, ва якуну аля ма алейхи кан». Аллах сейчас существует так, как существовал вечно без начала. И будет существовать всегда без конца, как и был вечно без начала. То есть Аллах не меняется, Его сифаты не меняются, Его имена не меняются. Ничего у Аллаха не меняется. Аллах, как был вечно без начала, сейчас есть и будет всегда без конца, Он не меняется. Любой хороший удел проявления милости Всевышнего, Его заботы о нас в результате наших усилий и стремлений. Ведь одним из правил мироздания является причинно-следственная взаимосвязь. Плохое, постигающее тебя, о человек, от тебя же самого, от того, что мы, люди, не следуем путем разума, мудрости, не принимаем во внимание предписания Аллаха, законы и закономерности, не желаем учиться на опыте других, грешим. Нельзя думать, что сифат Аллаха, предопределение, тоже меняется. Некоторые неправильно поняли хадис, который есть, хадис достоверен, он есть, где сказано, что не меняет судьбу ничего, кроме как дуа. Тут имеется в виду второй вид судьбы. То есть предопределение делится на два вида. Есть предопределение Аллаха, Его сифат, который уже написан на лаух аль-махфуз, он не меняется. А есть второй, называется аль-кадар аль-мубрам, уже все, завершенный.
не меняется ничего. Как Аллах знал, так и предопределил, это не меняется. А второй, аль-кадар муаллак, это уже обусловленный, условная судьба. То есть, что значит условная? Это именно связано с деяниями человека. У ангелов сказано, Аллах даровал ангелам два вида свиток. На одном написано одно, на втором второе. Например, такой-то Ахмад, если будет делать дуа, если будет посещать родственников, и если он будет давать садака милостыню, он проживет 70 лет, у него будет ризка столько-то. А если он не будет давать садака милостыню, не будет делать дуа и не будет налаживать родственные отношения, он проживет 40 лет и будет меньше ризка. Два вот так вот свитка есть у ангелов. Но потом, когда человек начинает делать деяния, Аллах дает знать, что одно из них какое, которое Аллах хотел, а второе убирается, стирается. Почему это сделано? Чтобы у нас было больше стремления делать дуа, давать садака, посещать мусульман, посещать родственников, чтобы мы долго жили достойно, как мусульмане, и было ризка немало, халяльного. Поэтому, дорогие мусульмане, не думайте, что Аллах меняется, его сифаты меняются. Ни в коем случае. Не предопределение Аллаха, как его сифат, не меняется. И не меняется ничего у Аллаха Всевышнего. Это мы меняемся. Поэтому, еще раз повторю правило. Субханаху югойру валя ятагойр. Всевышний Аллах, который превыше всех недостатков, Он меняет, а сам не меняется. Акулу хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.